Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Екатеринбурге стал самым представительным по составу участников: президенты 6 постоянных членов ШОС и лидеры государств-наблюдателей. Форум собрал руководителей стран, занимающих почти четверть территории планеты, где проживает половина населения земного шара. Одна из наиболее обсуждаемых проблем – борьба с терроризмом и обстановка в Афганистане. Большинство участников встречи в оценках однозначны: помочь стране, где уже более 30 лет не прекращаются вооруженные конфликты, только военными мерами невозможно. Кыргызстан придерживается твердого мнения о том, что для окончательного решения сохраняющихся в этой многострадальной стране проблем и эффективного противодействия исходящим с ее территории трансграничных вызовам и угрозам необходим системный и комплексный подход. Обстановка в Афганистане не может не волновать страны ШОС, так как очаг нестабильности находится у их границ. Существуют серьезные опасения относительно того, что Талибан и Аль-Каида способны дестабилизировать ситуацию в Центральной Азии. Боевики сосредоточены на севере Афганистана, в непосредственной близости от границ Таджикистана. Рядом Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан. Вызывает у всех у нас тревожные сигналы из зоны Афганистан-Пакистан. Наблюдаемые здесь факты нестабильности способны повлечь за собой негативные последствия для всего региона. Участники встречи считают, что реальной помощью Кабула может стать экономическое сотрудничество, развитие инфраструктуры и партнерских отношений. Шанхайская организация намерена сосредоточить свои усилия именно в этом направлении. В итоговой декларации, подписанной президентами ШОС, отмечается: урегулирование международных и региональных конфликтов должно осуществляться политико-дипломатическими мерами на основе принципов равноправия и взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Другой, не менее глобальной и злободневной темой стало преодоление последствий мирового финансового кризиса. Президент России подчеркнул, что в сложившейся ситуации экономика многих стран оказалась в заложниках. Практически все финансовые системы мира завязаны на одну резервную валюту. Крайне важно, потому как валютная система, тем более мировая валютная система, не может быть успешной, если те финансовые инструменты, которые используются, номинированы только в одной валюте. А сегодня мы понимаем, что это именно так. Этой валютой является доллар. И, конечно, мы должны укреплять международную валютную систему не только за счет укрепления позиций доллара, а в том числе и за счет создания новых резервных валют. Пока же речь идет об увеличении доли расчетов в национальных валютах, в том числе для того, чтобы страны ШОС были более защищены от внешних воздействий. В совместном коммюнике по итогам встречи в Екатеринбурге участники саммита признали целесообразным принять эффективные меры с целью минимизации последствий мирового финансового кризиса, поощрять более тесное региональное торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество в регионе ШОС.